Селям алейкум, достларым! Вас приветствует передача «Крым, татары и меклеры», передача про крымско-татарскую еду, про традиции крымско-татарской кухни. Мы сегодня находимся в моем любимом Бахчисарайском районе, возле села Албат. Нас окружают скалы, вода, солнце, прекрасная погода. Мы взяли с собой мясо, у нас отличная компания, давайте приготовим что-нибудь интересное. Сегодня мы продолжаем рубрику кебабов. В прошлом выпуске, кто не видел, про хазан-кебаб, Рустем Ага Дервиш любезно поделился с нами этимологией слова кебаб. Что это значит? С древнеперсидского это значит просто жареное мясо. А вот эта приставочка «до» означает, как именно приготовлено мясо. То есть хазан-кебаб, фурун-кебаб, таш-кебаб, чобан-кебаб. А вот сегодня мы приготовим наше национальное блюдо под названием кыймалы-кебаб. Сегодня в главных ролях у нас наш замечательный, любимый Крым, 1,5 килограмма баранины, 350 грамм бараньего курдюка, лук, овощи, уксус, наши любимые специи кориандр, соль, черный перец и я, ваш новый ведущий Алим Аблаев, актер театра и кино. Приятно познакомиться. Пошла их. Первым делом нам нужно разделать, вернее превратить в фарш наше мясо. Если кто-то уже догадался, как это блюдо называется в мире, оно носит немножко другое название, напишите в комментариях, будет интересно посмотреть варианты. Мы же начинаем превращать наше мясо замечательное в кыйма. Сегодня мы будем делать это с помощью топорика. Опять же, Рустем Ага Дервиш показывал в выпуске про чебуреки, как разделывать мясо 2 ножами. Сегодня мы попробуем сделать это вот таким способом. Для начала мы порежем мясо не на маленькие кусочки, как мы делали это для шашлыка, например, а попытаемся его сделать как можно шире, чтобы было удобно ходить топором по мясу. Разделаем сначала наши кусочки. Очень важно как можно мельче порезать наше мясо. Давайте приступим. Если не хотите мучиться, пожалуйста, воспользуйтесь мясорубкой. В этом нет ничего страшного. Кто-то говорит, что мясорубка сильно выжимает сок. И это правда. Да, она выжимает сок. Но есть несколько лайфхаков, как можно этого, если не избежать, то максимально сгладить впечатление. Перед тем, как нарезать мясо, слегка подморозьте его. Слегка. И где-то за час до того, как вы будете нарезать мясо на мясорубке, положите все составные части мясорубки в морозилку. Это позволит нашему мясу не выдавливаться, а именно нарезаться, потому что оно будет прохладным и будет легко и уверенно покидать вашу мясорубку. Подобным образом продолжаем нарезать наше мясо до тех пор, пока оно не дойдет до консистенции фарша. Достлар, не знаю, видно по солнцу или нет, но прошло довольно много времени, пока мы разделались полностью с этим мясом. Но для нас это весело, для нас это прикольно, потому что это чисто мужские удовольствия на природе. Порубить мясо топором круто, прикольно. Еще один небольшой лайфхак, чтобы он сильно не прилипал к ножу, либо к топору, смочите ваш нож или топор в горячей воде. Так он не будет сильно приставать. Либо тоже сначала подморозьте курдюк. Приступаем к нарезке курдюка. Курдюк нам нужно порезать очень мелко, а потом также порубить. Но не усердствуйте. Потому что если вы будете слишком долго возиться или слишком активно рубить курдюк, он у вас станет быстро прилипать к ножу, к топору. Это будет совсем неудобно. У вас должно быть в половину рисового зернышка размер нарубленного, нарезанного курдюка. И мы постараемся сейчас домельчить его до такого состояния. Мы выходим на финишную прямую с нашим курдюком. Я почти добился нужной консистенции, нужного состояния.
пока мы его откладываем в другую емкость, и осталось нам буквально чуть-чуть. Лук и специи. Недавно подсмотрел лайфхак, как правильно и мелко резать лук. Поделюсь с вами тоже. Смотрите, берем, не дорезаем его до конца, делаем вот такие надрезы, как будто режем его на полукольца. Делаем вот такие надрезы часто. Потом переворачиваем, делаем вот такой надрез внутрь и здесь. И теперь крошим его. Сегодня для этого блюда, для хаймалы-кебаб, нам, к сожалению, столько сока, который обычно дает лук, не понадобится. Поэтому мы сейчас его порежем мелко, а потом мы этот лишний сок отожмем. Потому что этот лишний сок сделает наш фарш слишком вязким, слишком жидким. А для хаймалы-кебаб нам этого не нужно. Нам нужен лишь аромат и легкий вкус лука, но не его сочность. Сочность нам даст курдюк. Люблю готовить на свежем воздухе. Режешь лук и не плачешь. Красота. Соединим все, что мы с таким усердием нарезали все это время. Напомню, фарш, курдюк, лук и специи. Все это в одну большую тарелку. Ага, стоп, лук забыли отжать. Это нужно сделать обязательно. Столько сока нам не нужно. Складываем лук в отдельную посуду. Если есть ситечко, можете воспользоваться ситечком. Так будет лучше. А мы просто берем и давим его в этой посуде кулаком. Соединяем наконец-то все вместе. И сейчас будем приступать к самому интересному. Будем замешивать фарш, а потом мы его будем отбивать. Этому процессу нужно уделить самое пристальное внимание, потому что от того, как вы замешаете фарш, собственно, и зависит, упадет ли ваш хаймалы-кебаб с шампура или нет. Это очень важно. Мешать нужно довольно долго, до тех пор, пока мясо не выделит белок, не начнет тянуться такими белыми волокнами, пока оно не поменяет цвет. Так, немножко замешали, немножко общую консистенцию фарш взял, прихватился, и теперь добавляем специи. Соль для начала. Соль около 1 столовой ложки. На глаз примерно возьму. Это примерно вот такая горочка. Половину сюда, половину сюда. Черный перец, примерно половина столовой ложки. Кориандра, тоже где-то половину столовой ложки. Добавляйте то, что любите. И тщательно перемешивайте фарш. Как проверить консистенцию фарша? Я вам покажу его специально сейчас в неготовом состоянии. Обратите внимание, я его беру, поднимаю, и он у меня легко отпадает с руки. С фаршем, который дошел до нужной консистенции, такого произойти не должно. Чуть позже я вам покажу, как выглядит правильный фарш. Но для этого нужно тщательно, прям минут 10, 15 даже может быть, вымешивать наш фарш. Почему мы готовим хаймалы-кебаб именно из баранины? Вы его можете приготовить из чего угодно. Из говядины, из курицы. В Турции, я видел, делают даже из рыбы. Но крымские татары делали хаймалы-кебаб из баранины. Потому что в основном
они содержали барашек, потому что помимо мяса бараны еще и давали шерсть. Плюс они паслись себе там на зеленых лугах, ели прекрасную вкусную зеленую траву и были здоровые, сильные, молодые, красивые, стройные бараны, которых приятно было употреблять в пищу. Нынешняя баранина, конечно, немножко отличается по вкусу. Поэтому некоторые мастера пишут, что зачем вы добавляете столько специй. Потому что баранина у нас недостаточно вкусная, поэтому мы и добавляем эти специи. Конечно, если бы это был тот самый первозданный баран, наверняка это было бы супер вкусное мясо. Но мы здесь добавляем специи. Как, собственно, я пришел к тому, что стою тут сейчас перед вами и умничаю на камеру о том, как нужно готовить наши крымско-татарские блюда. Все очень просто. Я получаю от этого громадное удовольствие, потому что есть в этом процессе нечто медитативное, нечто успокаивающее, от чего я получаю огромное удовольствие. Когда ты видишь, как твои друзья, семья накормлены, сыты, более того, им нравится то, что ты приготовил, это прям одно из самых больших наслаждений, которые можно получить в жизни. Сравнимо, наверное, с аплодисментами, которые получаешь после хорошо сыгранного спектакля. Поэтому все те, кто возмутился наверняка сегодня моим кулинарным невежеством, может прийти в комментарии и оставить там свой отзыв. Сделайте это обязательно. Просто без оскорблений, но придите и напишите. А еще лучше, может быть, вы выложите видео, где вы поделитесь своим рецептом, как вы готовите наши крымско-татарские блюда, и у нас появится еще один кулинарный блогер. Я считаю это круто, потому что чем больше крымско-татарской культуры будет на всех медийных площадках, тем лучше. Добро пожаловать! Ну и, наконец, настал этот волнительный момент. Убирайте от экранов всех впечатлительных, потому что сейчас мы покажем, как делали наши предки. Мы сейчас будем отбивать мясо. Отбивать, выбивать из него лишний воздух. Вот таким образом. На самом деле это важно. Как бы это ни выглядело, это очень важный процесс. Потому что во время того, как мы его отбиваем, из него выходит, его покидает весь лишний воздух, который опять же будет препятствовать тому, чтобы наше мясо крепко держалось на шампуре. Поэтому это тоже достаточно важный момент. Вообще вся подготовка нашего фарша, его размешивание, его отбитие – одна из самых главных, важных и нужных частей в процессе приготовления этого блюда. Уделите этому особое внимание. Итак, взгляните. Вот я взял кусок фарша, я его опустил, и оно у меня не отваливается кусками, оно у меня держится, оно волокнистое, все как нужно. Поэтому наш фарш готов, дошел до нужной консистенции. Сейчас мы отправим мясо отдыхать, и я поделюсь с вами одним лайфхаком, я бы даже сказал семейным секретом. Как охладить мясо без холодильника? Смотрите, этот секрет показал мне отец на пасеке. Берете емкость, которую нужно охладить, заворачиваете ее в какую-нибудь тряпку, тряпицу, поливаете ее водой и откладываете ее в тень. Желательно, чтобы там был сквозняк. Вы удивитесь этому эффекту, но это реально работает почти как холодильник. Пока у нас мясо будет отдыхать, мы подготовим мангал. Самый важный и основной момент, которого нам нужно достичь, это то, чтобы угли были едва-едва прогоревшие, чтобы мясо жарилось, чтобы оно сразу же запечатывалось, схватывалось, и все соки, все оставалось внутри мяса. Перед тем, как нанизать фарш, мы его вот таким образом опять отбиваем легонько. Берем шампур и нанизываем. Шампур у нас тоже не должен быть горячим. Желательно его тоже перед нанизыванием охладить, может быть, даже положить в холодильник.
И вот таким вот движением, большим и указательным пальцем, распределяем мясо по шампуру. И как только слепили, сразу же отправляйте его на угли. Отбили, котлетку приготовили и начинаем распределять по шампуру. Как только у нас жир закапал, мы его переставляем. Не надо его гасить, тушить солью либо водой. Он прогорит и ничего страшного не будет. Мясо у нас в принципе запечаталось с одной стороны. Мы его переворачиваем. По несколько минут с каждой стороны, в общей сложности около 10-12-15 минут. Вы, наверное, догадались уже, что это аналог блюда люля-кебаб, но мы его называем по-крымско-татарски кыймалы-кебаб, потому что мы готовим по-крымско-татарски. Кстати, кыймалы-кебаб входит в топ-3 блюд на мангале в каждой стране, в которой его готовят. Сегодня у нас тоже, в принципе, он неплохо получается, не падает с шампура. А это уже неплохой показатель. Вообще, почему люля? Тюркское слово люля означает трубка. То есть у нас жареное мясо в форме трубки. Все очень просто. Люля-кебаб. А у нас по-крымско-татарски называется кыймалы-кебаб, что значит фарш, жареный на мангале. Процесс этот должен идти очень быстро. Распределили мясо по шампуру примерно таким образом и отправляем на мангал. Готовые куски тут же снимаем. 10-12 минут и мясо наше готово. Не переусердствуйте, не зажарьте его до сухости. Положили, пару раз перевернули, готово. Отправляем его на тарелку, отправляем его на стол. Ох, какой аромат уже поднимается над мангалом. Так, этот у нас уже готов. И аккуратно отправляем его на тарелку. И следим остальные, чтобы не подгорали. Отлично. Когда уже дело подошло к мангалу, расслабляться не нужно. Постоянно нужно быть в действии, следить, чтобы ничего не подгорало, чтобы пламя, которое образуется от капающего жира, не плавило сильно. Давайте посмотрим, как получилось. Отлично! Ну что ж, у нас 2 палочки осталось, буквально уже не терпится отправиться за стол, так он вкусно, сочно выглядит, наш кыймалы-кебаб. Быстренько напомним вам по рецепту. 1,5 килограмма баранины мы сегодня использовали, 350 грамм курдюка, 2 больших луковицы. Все это мы порубили мелко, отжали, перемешали между собой, 15 минут вымешивали, несколько минут отбивали, отправили мясо отдыхать. И сейчас буквально 10-15 минут на мангале, и наш замечательный фарш превращается в не менее замечательное блюдо под названием кыймалы-кебаб. Вот у нас немножко оно отвалилось, но ничего, самое главное, что оно приготовилось, самое главное, чтобы было вкусно, чтобы все были довольны. И последний наш кусочек на тарелку отправляется. Ну что ж, мы приготовили достаточное количество для того, чтобы попробовать. Остальное мы пока отложили. Пойдемте украсим его и, наконец-таки, попробуем. Ну что, Дуслар, наконец-то мы это блюдо добили. Очень долго у нас получилось, признаю, потому что темель япсан ойлеола. Хотел порубить топориками, вот оно и вышло долго. Ну, наконец-то он готов. Я уже в предвкушении. Хочу попробовать кусочек. Здесь мы
слегка приготовили такую, наверное, обязательную закуску к этому блюду. Это лук в уксусе, слегка приправленный паприкой и красным перцем. Давайте, наконец, попробуем. Лучок. Достлар. Получилось даже лучше, чем я ожидал. Получилось очень сочно. Чувствуется этот ненавязчивый, но все-таки бараний вкус мяса, курдюка. Это очень вкусно. И что самое приятное, это приготовлено по-крымско-татарски, в Крыму. Все получилось, мне очень нравится. Ну что ж, достлар, вот такое блюдо у нас сегодня получилось. Кыймалы кебаб, не люля. У нас есть свои названия, давайте их и использовать, потому что наша крымско-татарская кухня невероятно богатая, у нее длинная, богатая история. Поэтому готовьте блюда по-крымско-татарски, путешествуйте по Крыму, радуйте своих друзей, близких этими замечательными блюдами. С вами была программа «Кырым татар емеклері». Меня зовут Алим Аблаев. Аштат олсын.